Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивно». С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сокуева. Итак, мы рады приветствовать наших сегодняшних участников. И сегодня вместе с нами играют учителя школ города Якутска. И мы рады пригласить в нашу студию первую команду. Это Айсен Иванов, учитель истории школы номер 21, Екатерина Дармидонтова, преподаватель Якутского индустриально-педагогического колледжа, и Максим Спиридонов, учитель физической культуры Центра глобального образования. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии. Рады то, что вы нашли время в своем плотном графике и посетили нашу игру. Расскажите, как вы назвали свою команду и какой у вас девиз? Так, ребята, сейчас начнем. Наш девиз – патриот. Повтори. Название команды. Сперва название, потом всё. девиз. Хорошо, давайте. Так, готовы? Наше название – Патриот. Наш девиз Учиться надо. – всю жизнь. До последнего дыхания. Айсен Иванов, учитель истории и обществознания школы номер 21, в педагогической деятельности уже 7-й год. Он из учительской семьи, его отец был учителем физики, а старшая сестра тоже учитель истории. Во время учебы, как и у многих, были опасения, что не справится с работой педагога, что будет сложно удержать внимание детей, особенно если в классе 30 человек. Но с опытом этот страх прошел, и сейчас Айсен с уверенностью говорит, что умеет ладить с детьми и заинтересовать своим предметом. А еще убеждает, что профессия учителя – это призвание, а не работа. Екатерина Дармидонтова, преподаватель истории Якутского индустриально-педагогического колледжа, считает, что ей чуть-чуть повезло, ведь ее подопечные – это студенты, люди, сформировавшиеся и уже почти взрослые. Поэтому с ними, как ей кажется, проще, ведь студенты, как правило, осознанно подходят к учебе. И любимый исторический период, который преподает им Екатерина, это середина 20 века, точнее история Второй мировой войны и Великой Отечественной. Ребята с упоением изучают дополнительные материалы, смотрят кино, спорят на уроках. Это очень ценно для преподавателя, как заинтересовать своим предметом, говорит Екатерина. Помимо работы в колледже, девушка активно занимается общественной жизнью. Она член Ассоциации молодых педагогов, а также исполнительный директор Объединения студенческих спортивных клубов среднего профессионального образования. Почему спортивных, можете спросить вы? А все потому, что Екатерина с детства играет в волейбол. Максим Спиридонов, учитель физической культуры Центра глобального образования, абсолютно согласен со своими коллегами, что быть учителем – это призвание. Потому что не каждый сможет состояться в этой профессии и справиться с такой нагрузкой. А удержать внимание детей, по мнению Максима, это целое искусство. И у каждого учителя в этом есть свои секреты, своя тактика. А еще Максим признается, что учителю обязательно надо быть в тренде, использовать в своей речи сленговые слова, знать, чем интересуются ученики, какое кино смотрят, а если ты популярный в социальных сетях, это вообще огромный и жирный плюс. Все это здорово помогает в работе и придает уверенности в профессии. Надо отметить, что Максим Спиридонов, ко всему прочему, председатель Ассоциации молодых педагогов Якутии. Он главный организатор клуба туризма «Юные искатели» и с 2018 года устраивает со школьниками пешие походы и выезды на природу с палатками. Теперь давайте поприветствуем вторую команду. Это Николай Игнатьев, учитель математики, Дарья Павлова, учитель начальных классов, и Василий Махначевский, учитель истории. Эта троица представляет школу номер 38 города Якутска. Здравствуйте, очень Здравствуйте. рада вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, название вашей команды и, возможно, девиз. Так, наша команда Три мушкетера. Наш девиз – один за всех и все за одного. Николай Игнатьев, учитель математики школы номер 38, работает учителем 1-й год и сейчас является классным руководителем 5 класса. Считает себя строгим учителем, строгим, но справедливым. Помимо работы в школе, занимается спортом, в частности боксом, а еще любит рисовать, поэтому ждет задания в нашей викторине, где понадобятся художественные навыки. Дарья Павлова, учитель начальных классов школы номер 38, в профессии уже 4 года. До этого работала в сельской школе Сунтарского улуса, а в Якутске она с начала этого учебного года.
Даша признается, что ощущает колоссальную разницу между сельской школой и городской, начиная с того, что до этого в ее классе было всего 9 человек. А сегодня она классный руководитель 2 класса, где 32 ученика. Мы потихоньку узнаем друг друга, привыкаем, учимся работать как команда, рассказывает нам Дарья. И для своих ребят она скорее как старшая подруга или сестра, чем строгая учительница. Они вместе играют, гуляют на улице. Ее друзья в шутку называют ее многодетной мамой, где каждый ребенок особенный и любимый. Дарья Павлова человек очень творческий, она танцует и поет тоюк. ô cây đơ rô hoa cơ ye cây đê rê ye cây bugün manna cây lemme тонюга таммот. Вау, Здорово. здорово! У меня аж мурашки. Мурашки. Это в первый раз в нашей студии вот такое вот исполнение. Василий Махначевский, учитель истории и обществознания, школа номер 38. Педагогическую деятельность начал с сентября этого учебного года. И буквально сразу же влился в бурную педагогическую жизнь, освоился в коллективе школы. Его ученики – это ребята с 5 по 8 классы. Есть еще 10-классники. Каждый день это как новый челлендж для меня. Ведь надо с каждым найти общий язык, понять его, войти в его ситуацию, делится Василий. А нам стало интересно, как к молодому учителю относятся старшеклассники. Василий честно признался, ребята его называют как положено, по имени и отчеству, но относятся как к старшему другу. А пятиклассникам я свой возраст не называю, смеется историк. Каждый класс учитель истории разделяет по группам – активные, менее активные и те, кто сидит на задних партах. И работа, соответственно, ведется отдельно по группам. Василий часто вспоминает свои школьные годы и своих учителей и применяет их профессиональные навыки уже в своей работе. А прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первый ход у нас начинает команда красных. И для этого каждая команда должна ответить на 3 наших вопроса, а вопросы будут из школьной программы. Они будут заданы совершенно рандомно, по таким школьным предметам, как химия, математика, история, обществознание и даже английский язык. И поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. И все то, что, чему вы сейчас обучаете детишек. Вопросы задают учителя школы номер 3 города Якутска. Если так получится, что в ходе этой мини-викторины вы заработаете одинаковое количество очков, в этом случае капитаны команд будут вынуждены бросить наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, начинает основную игру первыми. В нашу студию первым мы пригласили команду «Патриот», поэтому вопросы школьной программы сначала звучат для вас. Внимание на экран. Как называется раздел науки о языке, который изучает звуковой состав русского языка? Так, команда «Патриот», у вас уже должен быть какой-то ответ, какой-то вариант на каждый. Максим полномочия передает Айсену, да, с Екатериной. Какие варианты у вас? Все, что вы вспомнили, да, можете вспомнить из курса. Языковое, да? Звуковое. Звуковое. Мы далеки от этого, но скажем, что это орфография. Давайте сверимся с учителем русского языка 3-й школы и узнаем правильный ответ. Раздел называется фонетика. Ну и помните, наверное, Я знал. я, например, помню. Хотя прошло уже много-много лет. Так, вопросы школьной программы теперь звучат для команды «Три мушкетера», учителей с 38-й школы. Внимание на экран. Как называется российский парламент? Полное название. Ответить можно, да? Да, конечно. Государственная Дума в Федеральном собрании. Вы обсудились? Вы Мы согласны. Так, хорошо, давайте сверимся с учителем обществознания. Парламент в России называется Федеральное собрание. Так, второй вопрос для команды.
Патриот. Внимание на экран. Кто создал таблицу умножения? Сложный вопрос. Математик, наверное, помнит, да? Историки, я тоже думаю, помнят. Мужчина или женщина? Мужчина. Не можем Подсказка? сказать. Звонка к другу тоже нет. Помощь зала. Звонок другу. Я с Гуглом дружу, да? Так, на каждый ответ дается по 45 секунд. Ваше время истекло, команда Патриот. И вариант. Петров? Нет. Нет. Ну, попытка не пытка, правильно. Давайте сверимся с учителем математики, и вы узнаете правильный ответ. Таблицу умножения создал древнегреческий философ, ученый Пифагор. Пифагор. Я же говорил. Так надо было нам озвучить, Ты не чтобы сказал, мы что ли? Не Пифагор. ответ приняли. Так, второй вопрос из школьной программы теперь звучит для команды из 38-й школы. Внимание на экран. Кто сказал, какой русский не любит быстрой езды? Какой русский не любит быстрые езды? Русский, да. Какой русский не любит быстрые? Старый. Так, не подсказываем. Явно русской литературы. Самое большое количество высказываний было Пушкина. Пушкина и Бентова. Ну, быстро есть, да. Современный человек. Это классика русская. Даю небольшую подсказку, и ваш вариант ответа. Итак, ваш ответ. Есенин. Давайте сверимся с учителем литературы. Эти слова принадлежат Николаю Васильевичу Гоголю из поэмы «Мертвые души». Так, пока ни одного очка нет у наших команд. Последний вопрос из школьной программы. Команда «Патриот». Назовите фамилии правящих династий нашего государства. Да. Ну, Айсен, да? Рюрикович. Ага, и Романова. Романова. Рюриковича и Романова. Романова. Сверимся давайте с учителем истории из 3-й школы. Правящие династии Рюриковичи и Романовы. Так, команда Один «Патриот» балл. заработала 1 очко. И последний вопрос для команды «Три мушкетера». Внимание на экран. Кто открыл Америку? Такие вопросы тоже попадаются. Христофор Колумб. Давайте сверимся. Америку открыл испанский мореплаватель Христофор Колумб. Конечно. Так, и «Три мушкетера» тоже заработала 1 очко. Получается, что 2 команды у нас сравнялись по счету. И, как я вам говорила, в этом случае капитаны команды будут вынуждены кинуть кубик. И у кого цифра будет старше, тот, собственно, начинает игру первым. Капитаны команды «Патриот», кто у вас? Максим, бросайте кубик. Автор Харахана. И Это Бог любит Так, прейс. и команда Николай. синих. Команда «Три мушкетера» становится командой красных. Меняйтесь, пожалуйста, местами и присаживайтесь на диванчике. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на 2 команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд.
За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивна, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Все поняли правила игры, итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой, и таким образом мы определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сделает в случае успеха. Я хочу напомнить про наше задание центральной клетки. Это музыкальный видеовопрос от артистов Якутской государственной филармонии, про вопрос «Стоп-кадр» и про нашу шестерку. Я вам тоже напоминаю, эта участь вас ждет также и в конце нашего игрового поля. В ходе игры вы все это увидите, ну, возможно, вам попадется. Итак, команда красных бросает кубик первыми. Я думаю, что капитан команды, да, Николай, бросает кубик первым. Начинает игру. Какую цифру хотели бы? Чтобы сразу вырваться вперед, можно заказать цифру 6, но 5. вышло 5. Так, Тоже Николай, хорошо. вначале подходите к нашему столику, выбираем карточку любую, которая вам понравится. 5 – это потенциально у нас рисование, да? Да. Вам нужно это нарисовать, чтобы ваши угадали. Время. Рисуем. Да. Можете уже начать угадывать? Да, уже совещаетесь. Остается 30 секунд. Такси. Такси вот так вот эти. Икс. 15 секунд. Ваши догадки, команда красных. 3 секунды остается. 0. Время. Так, И это ответ, ответ какой? Уроки вождения. Это был не Икс, а У. А им Ученик. кажется X. Да, они говорили, что это Я вот Икс. слышу X. Да. Так, это были уроки вождения. Николай, присаживайтесь на диванчик. Ваша фишка стоит на месте, а к игре присоединяется команда Синих. Патриот, бросайте кубик. Максим, наверное, да? Как капитан команды. Какую цифру хотели бы? 6. 6. Будет ли 6? Опять. 5. И Ответ тоже вам рисования. предстоит немножко порисовать. Но для начала выберем задание на карточке. Смотрим желтый фон. И на нем кисточка. Время. Доска, Ас. салат. Суп. Помидор. Доска с помидором. Нарезка. Сковородка. Консервы из помидоров. Консервы из помидоров. Накрутка. Вообще молчит. 10 секунд. Это что? Тугайте.
5 секунд. Круглое это что? Консерва из помидоров. Время. Готовить. Ответ И какой? Максим, какой ответ? Томатный соус. Томат же вот. А где соус? Вот соус выливается. Давай. Мы думаем, что-то готовишь там. Вот этот Ну, томат. готовил, Это же, резал получается, лапша, помидоры. вилка. Так, команда синих фишка тоже стоит на месте. А команда красных продолжает игру. Да, бросайте кубик. Даша, наверное, да, по очереди. 4. Раз, два, три, четыре. Говори. Говорить. Поехали. Поехали. Говорить Нет, можно. Говорить можно. Одно слово. Так, там представляют то, что вышло впервые. Премьера. Да. Вера, здорово. 4 Так. шага вперед. Ваша фишка красного цвета. Вы можете сделать 4 шага вперед. Раз, два, три, 4. Итак, игра началась. Команда синих продолжает игру. Катя бросает Давайте кубик. пожелаем тоже удачи. Какая цифра выйдет? 5. Рисовать. Тоже рисование. Рисовать, Катя. Время. Палец, рука. Ногти. Бородавка. Бородавка. Да, это борода. Тоже 10 секунд. За 10 Так. секунд угадали. Катя, можете двигать фишку. Ваша фишка синего цвета. И 5 шагов вперед. И раз, два, три, 4 и 5. Так, команда синих пока лидирует. Команда красных. 3 мушкетера бросает кубик. Василий, учитель истории. 1. Ну, тоже, Так. чтобы сравняться, да, с командой синих. Для этого нужно вначале выбрать карточку и тоже надо будет порисовать. Время. Снеговик. Черепашка. Черепашка? Черепаха. Черепаха? Да, Черепаха. да, абсолютно верно. Вам понадобилось 15 секунд, чтобы угадать, что рисует Василий. И можете двигать вашу фишку на 1 шаг вперед. Сравнялись вы теперь с командой синих. Синие нужно будет перегонять и выйти вперед. Айсен бросает кубик. 5. Раз, два, три, 4. Рисовать. Время. Поехали. Интересно будет посмотреть. Женщина. Волосы, Глаза. Ну, женщина. девушка, Человек. голова. Лайк. Духи. Вот, лайк же. Красивая девушка. Красивая женщина. Накрашенная. Накрашенная. Что? Давай быстрее. Рисуй все, что угодно. 10 секунд. Ой, боже. Девушка красивая. Восхищение там. Молодая девушка. Надо угадать точно. Время. Слово в слово. Время. Ответ какой? Лайк. Ответ какой был? Вы почти угадали. Айсен. Очень красивая девушка. Очень красивая. Вам нужно было указать, сколько слов все-таки, да, потому да. что я вам говорила же, что Да. сколько слов цифрами можно было бы А, да? указать, да. Слова писать нельзя, а цифрами можно было. Очень красивая девушка, Очень да. красивая. К сожалению, ваша фишка стоит на месте, а команда красных продолжает игру. Так, Николай. 3. Раз, два, 3. И это телеактивно. То есть, как я вас предупреждала, музыкальный видео-вопрос от артистов Якутской государственной филармонии. Вам нужно будет угадать, что за музыка. Рамштайн вроде. ACDC вот так. Точно. Группа Рамштайн
песню точно не знаю, не помню. Ну, ваш ответ тогда получается Рамштайн. Рамштайн. Рамштайн, да? А вы знаете, да? Для убедительности, может быть, команда синих знает правильный ответ. Но мы знаем, но Вы знаете, да? говорить Ну, не будем. Говорить не будем. Говорить не будем. Но, к сожалению, это не Рамштайн, это Deep Purple. Ну, аккорды знакомые, конечно же. Так, ваша фишка стоит на месте, команда синих продолжает игру. Три Максим. мушкетера. 6. О, ну 6, стоп-кадр. Стоп-кадр. Присаживайтесь, Максим, на диван, и это задание вы можете выполнять все втроем. Внимание на экран, вам нужно угадать, откуда, с какого фильма или сериала этот стоп-кадр. А! Полицейская история. Да, это стоп-кадр. А, вот Джеки Чан. Полицейская история какая-то часть. Нет, полицейская история. Видишь, в то время они вот такие каски одевали, помнишь? Вот это старые фильмы. Ну, это старые фильмы, вот, Джеки Чан. В головах. Нет, он вообще говорит. Это мои догадки такие. И? Айсен, Катя, вы согласны, да? С Максимом ваш ответ какой? Полицейская история Джеки Чан. Давайте посмотрим продолжение этого стоп-кадра, и вы убедитесь, так это или нет. Форсаж, токийский дрифт. Это не Джеки Чан. А там близко же азиаты. Токийский дрифт. Так, ваша фишка опять же стоит на месте. Команда красных продолжает игру. Так, Даша бросает кубик. 5. Так, раз, два, три, четыре. Рисовать. Рисовать. Тоже. Время. Поехали. Дождь. Идет дождь. Гроза. Дождевой червь. Да! Правильно! Да, Николай, молодец. Вы угадали, это дождевой червь. И Даша делает... У вас красного цвета фишка делает 5 шагов вперед. И раз, два, три, четыре, 5. Мощно вырвалась команда красных вперед. Команда синих продолжает игру. Катя, бросайте кубик. Какую цифру хотите? 6. Да. Ну, 2. Раз, два. Рисовать. Время. Поехали. Дом. Автобус. Общага. Корпус. Учителя. Армия. Генерал. Солдаты эти. Диктатор. Один. Экскурсия. Гид. Экскурсовод. Экскурсовод. Здорово, молодцы, молодцы. 2 шага Супер. вперед. Так, да, Катя, делайте Ладно, 2 не шага стою, вперед. не И раз, два. Молодцы, здорово. Угадали замечательно. Команда красных продолжает игру. Василий. Два. Раз, два. Это пантомима. Время, поехали. Кубик. Сундук. 5 секунд вам Два понадобилось, шага чтобы угадать. вперед. Раз, два. Супер. Так, команда синих продолжает игру. Айсен. Сразу, да, давайте. Где шестерка, вот, да? Ну, ты молодец. Бросаем? Бросать. Ой, 3. 6. Так, рисуем. Мгм. Время. Волна. Плав- Пловец. Плавание. Спасательный жилет. Плавание. Гребля. Грести. А нет, я неправильно сделал. Давай быстрее, 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 давай. Хлеб. 27 Бутерброд. Ребята. Полиция. Спасатели. Спасатели Малибу. Полицейский. Пол. Пловец. Гребля. Что там? 15 секунд. Шайба. Хоккеист. Водное поло. Бутурой. Бутурой. Форма. Униформа. Форма. Поло. 5 Водное секунд. поло. Водное поло. Ваши ответы?
Водное поло? Время. Итак, ответ Что какой? это было? Защитный жилет. Да. Слово жилет вы, кстати, Он-то говорили. жилет же да. сказал, надо было... Надо было как-то им дать понять, чтобы они другое слово подобрали к жилету. Ваша фишка стоит на месте, команда красных продолжает игру. Я хочу вас предупредить, что если кубик сейчас покажет цифру больше, чем 3, то вам нужно будет справиться с двумя заданиями. Это стоп-кадр и пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля. Так что в ваших интересах, чтобы было 3 сейчас, тогда не будете ничего делать. 5. Но 5. Поэтому, опять же, 2 задания. Вначале вы, Николай, должны справиться с пантомимой. Тоже выбираем карточку любую. Смотрим на голубой фон. Вот, это надо будет изобразить. Поехали. Книга. Читает книгу в библиотеке. Меню. Читает газету. Газета. Утренняя газета. Новость. Вечерняя Вечерний газета. Якутск. Вечерняя газета. Да. Да, вечерняя газета. Хорошо угадывают ребята. Так, теперь второе задание – это стоп-кадр. Вам нужно будет угадать, из какого популярного фильма или сериала этот стоп-кадр. Если вы с этим справитесь, то мы будем вас поздравлять. Внимание на экран. Точно, да? Точно? Черная жемчужина потопил корабль на водах. Точно, точно. Я же рака не работаю. Даша уже точно знает ответ. Пираты Карибского моря. Пираты Карибского моря. Да, вы согласны, Василий, Николай? Давайте посмотрим продолжение этого стоп-кадра, убедимся в правильности ответа. Точно, Пираты. черная жемчужина с утками. Да, это «Пираты Карибского моря». Я хотела вас немножко запутать, сказав, что это «Титаник», но нет. И команда красных! 3 мушкетера одержала победу в этой игре. Вручаем вам возможность устроить себе вкусное застолье, а поможет вам в этом служба доставки еды Катана Суши. Огромное спасибо вам за игру. Команда синих, команда Патриот. Надеюсь, вы не сильно расстроились? Нет? Какие впечатления, какие у вас эмоции? Какое задание вам больше всего понравилось? Каким было сложным и каким, наоборот, было очень простым? Ну, сложное было. Не, у нас помимо рисования ничего не было. Ну, стоп-кадр было такое сложное у нас было. Если посмотреть вот море, то сразу понятно было, это «Пираты Карибского моря», да. Больше фильм даже не заходит никакой в голову. Питание. Но насчет Джеки Чана и полицейская история, я же вам говорила, популярный, да? А он не популярный? Джеки Чан? Джеки А я уж не Одежда же смотрела. такая была старая. Лена тоже не смотрела. Поэтому как-то так вот. Ну а «Токийский дрифт» все смотрели, все знают. Не, я не смотрю. Рисование сложно, да? Да. Все-таки вам показалось. А вопросы из школьной программы? По истории ответили, слава богу. Не посрамили. Ну, да, чуть-чуть посложнее. Нет, не сложные. Просто иногда бывает, что вот приходишь сюда играть, и все вылетает Из головы. из головы, да. А потом вспоминаешь, Эх, черт, надо же да. было А как так. понять защитный жилет? Вот я не понял. Что за защитный жилет такой есть? Есть бронежилет, есть спасательный жилет, есть светоотражающий жилет. Ну, что такое защитный жилет? От ударов, от укусов. Вы бы так нарисовали, да, Василий? Ну да. Максим, Ну, мне вы игра... пришли сюда вот прямо настроенные на победу. Немножко, Нет. мне кажется, вы разочарованы. Не, ну, как бы соревнования, победитель. Ну, победители и проигравшие всегда должны быть, да. Но игра очень была интересная, да, но я хотел там пантомима, помимо рисования. Но в более случаев у нас как бы... Да, у вас был сегодня сплошной урок рисования. К сожалению, ж так. Так, и команда красных, 3 мушкетера. Увидев своих соперников, какие у вас были ожидания? мы сперва были не уверены в своих силах, конечно. По виду были сильнее. Ага, посмотреть на харизму Максима, да? Они были такими активными, преподаватели, шумными, веселыми, да.
Да, я вас По сравнению, предупреждала, да. что наша игра, она больше на удачу. Какое задание вам показалось очень простым и каким было сложным для вас? Рисование было Черепаха. Черепаха вообще просто, да? Да. Так, Было а попроще. Николай? Ну, тоже черепаха. Ну, вечернюю газету вы, кстати, очень хорошо Да, показали. вы быстро угадали еще. И ребята быстро угадали. Даша, что вы скажете? Ну, мне игра очень понравилась, было очень уютно, во-первых. Мы сперва очень волновались, но во время игры нас отпустило, и мы уже веселились со всеми вместе, угадывая игры. Спасибо. Мне, кстати, очень понравилось, как вы так прям настроились изобразить дождевого червя. Это вот, мне кажется, вот только учитель начальных классов вот может справиться. Так, я нарисую так вот, лицо по лицу было видно. Огромное вам спасибо за эту игру, за то, что поверили в нас, да, в этот проект и весело провели время вместе с нами. Ну что ж, дорогие друзья, даже самое простое слово довольно-таки трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра телеактивно. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока!